Друзья, заходим на эфир, делимся ссылками, тапаем, принимаем участие. Масу ждой. Где все, куда все делись? Так. Так, друзья, присоединяйтесь, принимайте участие. Сегодняшняя наша тема — спасем всем миром Судан. Судан наше все. Или другими словами, спасители всего мира на бутылке. Можно более так приемлемо. Бутылочные спасители всего мира от кафиров. Играем маршал, да? Маршал и маршал. Судан спасти хотят, да, Ибрахим? Короче, я лично за Судан, за спасение Судана. Судан. Очень плохая политическая обстановка Суданская еще, да? в Судане. Ну, чисто вот по таким, скажем так, по общим нашим, короче, в связи с нашими общими какими-то политическими составляющими, в частности, уголовный кодекс один у нас с Суданом, короче, проявляя в связи с этим солидарность, хочу, чтобы вот такую запустить флешмоб, что ли, ну или вообще инициативу «Спасем Судан». Себя бы нам спасти. Шалом, маршалу. Я вот шалом говорю, хочешь сказать на чеченском, боюсь не выговорить правильно. А Шалом, так будем свободны, все будем свободны. Всем шалом, мы будем свободны. Шалом, шалом, маршал. Этот
Когда будете эту инициативу проявлять, ну, как бы, идея, кстати, неплохая. Я как еврей подключаюсь. Еврею можно подключиться? То? Ну, всех нужно туда подключить, то есть мы как носители бутылки, всех, как бы, весь мир призываем со своей бутылки, со своей бутылкой, призываем, как бы, к благоразумию, чтобы вот всем миром спасли Судан. Мне их просто по-настоящему жалко, как бы. Тут дело не в религии и так далее. Просто жалко, да, людей. Ну и об этом. Государство, к сожалению, находится в очень таком плачевной ситуации, ну, относительно прав человека, относительно экономики, вообще политический такой кризис. И чтобы спасти страну Судан, таких, ну, скажем так, африканских арабов, вот, нужно пожертвовать, как бы, всеми представителями, кто вот несет эту бутылку, как бы, нам не привыкать, короче, мы со своей бутылкой, как бы, ее дальше понесем, но главное, чтобы вот государство Судан, оно жило, чтобы оно не, скажем так, не было упразднено или ликвидировано. Главное вот нам независимость Судана, главное Судан сохранить как государство. Я, если не ошибаюсь, туда принесли и христианство, вроде как бы христиане, и принесли тоже ислам, мусульмане, как бы, да. Но от чего они там не отказались, как бы, это отрубание друг другу, как бы, конечности, осуждаю. И поедание друг друга, как бы, тоже там такое присутствует, да. Но при этом, как бы, там религия туда пришла как-то, да. Ну, пришла, но вот эти вот обычаи, по-моему, они там не ушли. Обычаи, традиции, как бы, да, все такое. Ну, вообще, там, все вот это африканское, ну, не прям все африканское, именно вот где проживают именно люди другого цвета, скажем, темные, черные, не знаю, что не слышался как расизм. Но при этом это делают, как бы, мусульмане тоже. Ну, вот пираты эти, по-моему, там тоже есть, как они себя пиратами называют. Они, по-моему, кричат тоже, там, Аллах Акбар такой. Когда им устраивают какие-то набеги на какие-то там деревни, там, все такое. Надо спасать. А те, которые там живут мирно и хорошо, ну, пытаются, не хорошо, а пытаются максимально нормально жить, как у них это получается. Но максимально мирно для них это жить. И максимально хорошо, точнее, для них это жить, это... Им завидуют, скажем так. Прямо завидуют, и для них это Европа. Так что надо помогать обязательно. Я лично участвую. Надо братья-мусульмане собрать, как бы тоже. Да. Пускай поучаствуют. Короче, давайте все собираемся на сборы. Будем спасать ее всем миром. Подключать всю мировую общественность, трубить во все микроволновки, чтобы вот Судан как государство восстановился, чтобы там восстановилась экономика,
чтобы, наконец, какие-то там права человека, что-то такое начало работать. Ибраим, а ты, можно, кстати, в Гугле проверить, мы помогаем им с водой, что ты знал. Ну, как бы вообще там всему этому африканскому континенту, я не знаю конкретно кому, но мы помогаем им с водой. Ну, Там, вы там с питьевой, да, водой там жопа полная, как бы, да. Ну, вот мы помогаем, Израиль помогает. Ну, как бы, на государственном уровне. Ну, во-первых, вы это делаете с каким-то подвохом, потому что пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям, короче, только вот вы будете вредить мусульманам, то есть там уже, значит, 100% подвох. И второе, это вы как бы, ну, мы в вас как бы вот именно наше бутылочное сообщество, оно должно и вас призывать, и всех остальных. Как бы основной инициатор, основным инициатором это вот должны выступать мы, которые несут свою бутылку. Вот такая тема. Насчет этого есть хадис, что надо сейчас поискать, кстати. Точно нужно его посмотреть. Когда, по-моему, это сподвижники какие-то шли, и сзади них шли евреи. И один из сподвижников развернулся и взял еврея, схватил и поставил ему у шеи, короче, в горло. Приставил кинжал, я не знаю, там, шашку. И говорит: признавайся, я знаю, вот нам пророк сказал, что от вас только вред мусульманам. Признавайся, что ты на самом деле, вот что ты, каким образом ты вредил, что ты вредишь, что ты делаешь. И тот заплакал, испугался и признался, что не убивай меня. Я шел за вами, короче, и топтал вашу тень. Ну, типа ничего не мог больше сделать, и вот тень топтал вашу. И я такой смотрю передачу, как один мусульманин, палестинец, живет там в Израиле, работает, по-моему, этим, кем он там устанавливал вот это отопление, что ли, короче, там, что-то такое по дому. И везде как бы наносил какой-то вред, да, вот где он работает, что-то там выкрутил, что-то сломал, короче, специально вот так вот. И вот это изречение, да, предание, оно почему-то в обратную сторону только работает. Как будто бы наоборот, те, кто его прописали, сами как бы про себя это и написали. Зачем тебе передача, Ибраим? Вот тебе 7 октября, пожалуйста. Вот эти тоже показывали на велосипедах. Они работали в этих домах. Они день до этого находились в этих домах и работали. Они там, не знаю, там, садовниками могли быть. Какими-то там по дому там что-то прийти починить, как с газа. Ну, они с газа выходили, как бы, эти за них подписывались, те убитые, да, убиены, и те похищенные. Они могли, вот в конце концов, у них дома как заложники находились. Вот тебе, пожалуйста. Это вот эти мирные, которые нам показывают, как бы, вот, посмотрите, к вам же в тапочках приходили сюда, как бы. Получается, те шли, ну, те на мотоциклах ехали, вот эти вот обезьяны там. На мотоциклах, на машинах, там, на Тойотах заезжали с автоматами.
А тот в тапочках тоже ходил, не знаю, ну, лето, жарко, наверное, не хотел кроссовки одевать. И привык еще в тапочках сюда, в Израиль, заходить, как бы просто здесь прогуливаться, да, вот, в наших домах находиться, там работать такое. На велосипедах заезжал. И все, и он вел, говорит, вот он знал имя, фамилию этой семьи, как бы, да, телефон у него был, номер телефона и все такое, как бы, они были каждый день на связи. Почему? Потому что он у них работал. Что там этот придурок, который... Ну, это там, скорее всего, было... Я знаю, о чем ты говоришь. Это кондиционер устанавливал такой. У нас здесь с отоплением... Вот отопление сейчас с нами лучше не говорите про отопление. Да. Я просто не помню точно. Да. Была такая передача, кстати. Да, есть такая передача даже. Я тебе могу сейчас вспомнить. Есть такая передача, да. Ну, где вот этот говнюк специально вот эти вот... Ну, подлянки делал, да. И все. А вот эти, пожалуйста, вот эти вот мирные тоже забегали. Работали, зарплату получали, жили себе там у себя дома. А тут джихад, короче. Он побежал в своих тапочках, короче. Говорит, говорит, вот он, я знаю, как их зовут. Вот эта семья, сейчас они будут сегодня дома находиться. Вот к ним надо забежать. Этот хрен стоит с автомата, стреляет, короче, по окну. А это мразь показывает вот пальцем. Он у него мог работать год-два. Подписался за него, как бы, да, чтобы он мог заходить в Израиль. Вот такие вот эти, да, братья-мусульмане. Да, еще нам предлагают вот такими говнюками стать. Ибраим, модерку скинь. Вот, Ибраим, смотри, вот тема такая, да, вот, что бы ни говорили, как бы, да, вот, допустим, вот, кавказские, все равно менталитет, он всегда борется, как бы, вот с этой темой, да, вот, религии, которые им суют постоянно, понимаешь, в чем дело? Но здесь у арабов, да, вот здесь у нас, с кем мы проживаем, менталитет и религия одно в одном. И сейчас просто, как бы, что получается? Вот не сейчас, а давно потихонечку эта религия начала вникать, как бы, туда, к вам на Кавказ. Но все равно менталитет где-то в чем-то борется. Борется, и это хорошо, как бы, да, что борется. А как спасти их от того, чтобы как менталитет не сдох, понимаешь? Ну, чтобы как бы менталитет не исчез совсем. Здесь идет борьба в любом случае, как бы, какие-то традиции, как бы, да, тех традиций, которые были не арабские, да, как здесь, у них, им-то похрен. Как с этим бороться? Борьба-то идет, как бы, я же вижу, что борьба идет. А в конце кто победит? Потому что если проиграете, ну его нахрен. Будет очень плохо. Вот, допустим, кавказский, так я считаю, ну, опять же, какой кавказский, как бы, ну, вот это вся, вот, то, что это ваххабитская вот эта тематика, когда прошла на Кавказ, они вот так же, как эти арабы, могли бы поступить. Прийти, там, зайти домой, расстрелять, там, осуждают, да, там, ну, вот как вот эти уроды. Эти заходили к нам, просто через окно залазили, как,
и выносили оттуда всю семью. Младенцы, не младенцы, неважно, там пофигу. Как бы. Он просто верит, что это правильно, да, для него. Но в этом еще присутствовал менталитет, как бы, да, это арабский. Понимаешь? Но у кавказцев такое, я надеюсь, что не дошло до такой стадии, как бы. Эти то, что в Сирию поехали, понятно, что дошло. Эти то, что здесь разговаривают, чистые балаболы. А именно вот физическая стадия, слава богу, это очень маленький процент. Там даже вестись какая-то борьба, да, с этой фигней. Тут даже не больше ислам, как бы. Да, ислам, да, он там есть, но еще менталитет, надо с ним воевать. Что это, да, это нормально, вот как арабы себя вести, как бы, да, вот здесь они ведут себя с веками, да. Лазик, здесь надо вести информационную борьбу, информационную на Кавказе. Весь информацию они берут с российских. Другую информационную борьбу надо вести. Все в мечетях, все везде у них свои люди сидят, чекисты, на них работают. Я не вижу там только чекистов. Здравствуйте, шалом вам. Я не вижу там только чекистов. Там не только чекисты. Чекисты хорошо говорят чекисты. Мне кажется, это, наоборот, это отдалять себя от того, чтобы как бы, да, не искать проблем еще в другом месте. Там не только чекисты. Зачем их чекисты? Чекисты хорошо, там вот это, чекисты, у них есть там своя схема работы и так далее, как бы, да. Все кураторы, я лично знаю многих. Чекисты. Ни один падла с Саудовской Аравии, другой арабских стран не зайдет в Россию просто так. Хорошо, но сегодня вот чекиста же не было там 500 лет назад, когда отрубали людям руки, как бы, да, в исламе. И не было же того чекиста. 500 лет назад не было, я не это говорю, а на Кавказе. Я образно взял 500 На Кавказе не было 500 лет назад. Такого на Кавказе не было. Но у нас, допустим, арабы так делали. Не 500, 100 лет назад. Я просто взял, кинул сейчас, как бы, да, вот это 500 лет. Ну, не важно, 100 лет назад они то же самое делали, как бы. Еще сегодня они это делают, не важно. Чекистов-то не было. Чекисты, да, чекисты этим пользуются. Это другой разговор. Ну, и идеологию отсюда пихают, идеология отсюда идет. А чекисты этим пользуются, как оружием. Нет, там, видишь, ситуация какая. Вот как мы здесь часто говорим, на вот этих площадках, вон та антенна, да, там чекистская, и ее братьев, короче, та волна, которую там заказывают, и она оттуда вещает. Кстати, если ты не в курсе, Лазик, сейчас они вот даже под нас, вот под нашу тему, они там всякие проповеди делали, короче, подключая вот этих Халидов, Фулейджев, даже Халид Фулейджев сменили на другого какого-то говнюка. И именно по нашей тематике, короче, работали. То есть на русскоязычную вот эту вот публику, в частности на нас, ну, на чеченцев, да, там другие как бы прицепом идут. И просто вот тот вот этот передатчик, да, вон там, который стоит, вот эта вот антенна, которая оттуда в нашу среду это пуляет, до нее невозможно добраться. То есть это уже как бы не в досягаемости. Она будет вещать, и ты не можешь ее сломать. А вот здесь приемники, которые у всех на плечах, которые носят, приемники, которые принимают этот сигнал, вот их нужно на другую волну просто переключить. То есть, чтобы он оттуда, эта волна, либо ее каким-то образом там обозначать, да, там информировать, и чтобы вот эти вот приемники, они могли
короче, я не знаю, как-то анализировать, что ли, вот это дерьмо, которое оттуда кидают. И как-то уже, скажем так, противодействовать этому. Ну, то, чем мы как раз и занимаемся. А оттуда это то, что кидают, это 100% оно оттуда вещается, оно будет вещаться. И вот это, короче, это не в наших силах пока сломать вот эту антенну. Вам тяжело, получается, Ибраим, потому что, как бы, это Кавказ, ну, опять же, чеченцы тут, получается. Тут тема такая вот, как бы, борьба идет с пропагандой того, что якобы вы были там террористами и все такое. С другой стороны, получается, как бы, вот, посмотри, как бы, вот Кадыров там, видишь, как не хотел войны, как бы, как все хорошо происходит. Вы единственный был горячий регион на то время, как бы, ну, не считая там Дагестан. Опять же, Дагестан когда возгорал, только когда заходили туда, получается, чеченцы, да, на тот момент, 90-е годы. Как бы не было никакого такого восстания и так далее, как по всему Кавказу, кроме Чечни. И поэтому тут у молодежи, как бы, идет такая путаница, как бы, а что в конце концов хорошо? А может быть, все-таки вот те правы, как бы, вы еще далеко находитесь, вы не можете показать, что такое свобода, да, этим людям. Они не знают, они думают, что это свобода. Ну, там, видишь, вот, в принципе, чеченцы, ну, уже есть у нас, к сожалению, такое поколение, которое, как дагестанцы, как другие, я сейчас ничего не имею против ни дагестанских, там, ну, как бы констатация фактов, да, вот это отсутствие какой-то воли к свободе, вот такое уже, когда люди теряют вот эти ориентиры. Уже у нас тоже есть вот таких, как бы понаплодили, потому что там вот этот режим, он именно этим и занимается, ну, используя вот эту идеологическую карту. Но все равно у нас такое общество более, которое понимает, что такое свобода, все еще остается, да, вот таким. Просто вот это вот, я не знаю, ты видишь, наблюдаешь вот на площадках вот этих, когда заходят всякие труболеты, и он не соглашается, когда ты ему про какие-то там пососать сиську, чтобы, извиняюсь, да, кто вот слушает, это я хадис просто цитирую, чтобы человек мог заходить в гости там без мужа, какой-то мужчина к женщине, ему нужно 5 раз, например, сиську пососать. И это достоверный хадис, то есть это сунна. И с этим люди не соглашаются, начинают там паниковать, ух ты, у нас гости просят. Рвать на себе тельняшки, короче. То есть мы в Одессе это онлайн показываем. То есть эти люди, они еще не полностью долбанутые. Вот как сюда заходит такой азимут и прочие вот эти мрази, вот такие мрази, они даже все что угодно, хоть ребенку один день, он даже за него, как бы за него, на нем женится. Даже вот как это имамы там рассказывают, исламские. Вот такая мразь, она даже на это пойдет. То есть ему без разницы все, что там написано, он будет хавать, и еще другим это больше, чем себе, другим это внушает. Ну, а в массе все равно люди, они как бы за все хорошее для их понимания, вот это идеологическое, там, религиозное, как бы, что это все хорошее, что там свобода какая-то, что там справедливость, вот такое. А когда ты вот начинаешь разбор полетов делать, ты понимаешь, что большинство, оно вообще не в курсе, что происходит, и начинает буксовать, короче, назад. Там, ну, за исключением вот некоторых уже которые
вышли за вот эти красные, за буйки, которые выплыли туда. Маршал, всем привет. Как дела? Машо. Маршал. Что так тихо здесь? Вот Не набирается. знаю, я вроде сегодня включил. Где разошел? Где мои бурдулаки? Вот только начинают подниматься. Да, красиво мы тут раз с паханом их так. Тебе понравился, Ибраим? Чё это? Как тот раз мы с паханом в паре их. Мне понравилось, честно. Никто не мешал. Били по полной программе. То есть нас били. Не давали им уйти. Четко, ясно. Кстати, ты этого имеешь в виду? Хубала, да? Куда Да, он да. делся? Не знаю. Надо его пригласить, ссылку что-нибудь кинуть. Он нормально тоже. Да, молодец. Мы с ним в паре. Да. Да, мы с ним в паре хорошо так. И вот этот чеченец мне понравился, который мусульманин. Он понравился. Он такой, знаешь, терпеливый. Он слушает. Вопросы такие. Хотя там были ответы такие жестокие. Ну, как бы сейчас жестокие. По правде. Я ему показывал по фактам. Не то, что я из моей головы, как они любят, да, не то, что я думаю. Я ему показывал, что у него написано, да, и на арабском, и на русском перевод, и все, что у него написано в Коране, хадисах и все это. То есть, заметьте, у нас есть большое различие. Мы показываем по фактам, да, а они показывают из головы. Поэтому я задал вопрос. Если перед тобой стоит два человека, один говорит из головы, а второй показывает по книге. Кому ты будешь верить? Он говорит, по книге. Вот. Поэтому всем Абдуллашкам, когда вы поднимаетесь сюда, мы говорим только по книге, по вашей книге. А то, что вы придумываете из головы, вы становитесь кафирами. И самое интересное, ты знаешь, мне, Ибраим, это самый мой простой вопрос, а у меня их много. У меня вот таких простых вопросов очень много. Но они не могут ответить на самый главный вопрос, как они определили Мухаммада, это раз. И как, да, мусульмане определили, что Мухаммада, вот это пошла сказка про, помнишь, про что он честный, нечестный, это я показал, то, что написано у них, какой он честный, и что это, и это не определение пророка, я извиняюсь. Это тупой какой-то... Это вообще какое-то приветствие, это какое-то тупое, наивное понятие. То есть каждый из нас может стать пророком. Бисмилля. Маршал. Маршал. Вот каждый, когда они начинают отвечать, объяснять, как они поняли, что он пророк, я начинаю понимать, что каждый из нас может стать пророком. То есть это вообще, знаешь, так... Брат, это реально. Давай мне вопрос, который ты хотел узнать. Может, я отвечу на него. Давай. Смотри, вот без всякой там сарказма, да. Представь, что вот ты мусульманин, и я вот пришел к тебе и спрашиваю, вот ты говоришь мне про пророка Мухаммада, да? Он такой, он пророк, это. И я спрашиваю тебя, а как бы ты понял, что он пророк? Как бы мусульмане вообще поняли, что он пророк? Все? Где он? Сейчас я ему запрос кинул, что-то вылетело. Так быстро. Хороший парень наконец-то поднялся и видишь, вот так, короче, не судьба. Так сказали старики, видишь, правильно все.
А где он? Куда он делся? К чему я спрашиваю? Если мусульмане не могут доказать, что он пророк, да, а это одна из базовых, это и есть база, получается нет ислама. Получается ислам, нету базы у ислама, понимаете? И когда я задаю любой вопрос базовый, не могут ответить. Получается, эту книжку на самом деле, как тут раз искусственный интеллект там, наша Аиша, да, прочитала и сделала вывод, что по Корану мы шли, что ее самый искусственный текст сказал: ребята, тут написано человеком, то есть нету цепочки, да, помнишь, когда Ибрагим, нету цепочки, меняется, есть подмена, есть замена, наксы, шмаксы, Знаков препинания нет элементарно, не было их. Да, ну там, да, понимаешь, что священная, если ты называешь это священной книгой, ее нельзя заменить. Нельзя слово заменить. Что она читала? Она читала, что сказал ему Аллах, сказал Мухаммаду, да? Что нельзя заменить, что он знает наперед. Все вот эти вещи по Корану. И тут пошли понятия накс. Замена, улучшение, сожжение Корана. Там один потом взял, сожег Коран. Вот и написал свой. Умар ибн Хаттаб именно это же и сделал. Он собрал все остальные Кораны, сжег их и оставил только один вариант. А теперь откуда ты знаешь, что он сжег, а что он оставил? Где истина? Он еще и сжег, ты понимаешь, что произошло? Поэтому... Это на его совесть только, если полагаться. Это нет. Значит, теперь смысл получается дальше, что какая цепочка идет. Если книгу, священную книгу меняют, заменяют, улучшают, когда он сказал, что ничего нельзя заменить. Вот меня там да? в комментариях поправляют, Усман говорит, сжег. Я точно не помню, Умар или Усман. Шаурму любите? Сейчас, секундочку, покушай, пока мы поговорим, окей? Вот смотри, если священное писание заменяет, улучшают, получается, она не священное писание. Значит, была ошибка. Заменили, ты слышишь? Улучшили. Когда он сказал, что у нас написано, не прибавь, не убавь, у вас написано, там у сама написано, что он остерегает эту книгу. Да? Не будет замены. Он знает, что будет наперед. Это все вместе собираю. Да? Не прибавь и не убавь тоже написано. Куча вещей. И после всего вот этого, что он сказал, начинаются замены, улучшения. И моя любимая сура, 2 сура, 106 аят. На, бля. Будем менять, короче. Мало того, сура аяты меча, щиты меча, уничтожает 100 сур мирных. Уничтожает. Не то, что противоречит, а уничтожает. А сколько было заменено и сколько было дополнено. Это все, это уже полный пипец. Понимаешь? Тут как бы на базе мы идем. Поэтому я вот хочу, чтобы настоящий, без сарказма, мусульмане, кто меня слышит внизу, без сарказма, я хочу спокойно, без нервов, без криков, без соплей, спокойно поговорить и вот задать вопрос, без всякого там обидки, да? Если не знаете, так это не знаете, это тоже нормально, окей? Вот все, вот просто без этого. Я специально тянул этот момент у нас, да, когда сказали, а где у вас? Я в 1, 2, 3 неделю показывал всем, где у нас целая семантика написана, как определять. Это одна из баз, а у мусульман этого нету. Оставили сейчас иудаизм. Это специально, чтобы когда вы подниметесь, вы мне не говорили про еврейство, да? Я хочу узнать у мусульман. Вы же из-за этого Мухаммада готовы, блядь, все что угодно сделать. Вы готовы, блядь, всех поубивать, блин. Вы готовы сжечь весь мир. Но вы не можете сказать, что это Мухаммад, он пророк, объяснить даже, и где написано у вас. А может быть, я вот пророк. А может, Ибрагим или Лазик, откуда вы знаете? Я сижу, вас пришел, вас проверяю. Хамдалюля. А вы сейчас кафиры не можете определить, а? Такой тоже может поворот быть, правильно? Там еще напоминают, один из аятов съела еще и коза, такое тоже было. А один из аятов Корана, когда его собирали, отыскали только у одного человека. То есть там тоже все на тоне. Сарочка, она на пути и там, и здесь.
но она как бы и вроде и не там, но она там. Наши такие смирные, Ибрагим, наши такие мирные, да? А сзади такой топор, как ее брата там. Да. Сара вообще, она как бы побочный эффект в этой всей теме. Она чисто такая, с хорошими мыслями, но не покрытая, короче. Таких самыми первыми на первом этом суку вешают обычно в ИГИЛах всяких, в Афганистанах. Сарочка, Сара Коннор. молодец. Сара Коран, она молодец. Она красиво умеет подавать. Она красиво может сделать... Как это на исламском это? Помнишь, как ту я словил? Ну, на самом деле истина не та. Как ты затрагиваешь про Мухаммада и про все Коран, у всех вот этих начинается подгорать 5-я точка. Правильно, Сара? Ты прав, да. Но знаешь, не 5-я точка, а просто плохо, Вулкан когда твою взрывается. религию трогают. Но я твою книгу не трогаю. А твою я не религию трогаю твою религию. Я не трогаю твою религию. Я не трогаю Не твою трогаешь, ты религию. мне ночь говоришь, Мухаммед Я пидорас. спрашиваю. Подожди, я не сказал пидорас. Подожди. Пока что я ничего не говорю пидорас. Во-первых, он, да, педагог. Это у вас написано. Я ничего не придумал. Я могу тебе показать. Я могу все тебе показать. Вот все, что я говорю, вот уже было пару дней назад, я все доставал из Корана. У меня есть такая подружка Аиша. Она все берет и рассказывает, и показывает, и на арабском, и на китайском, и на русском, и где это Ты написано. прав, что Понимаешь? ты подносишь людям, мусульманам, что надо правильно молиться и правильно как бы веру преподносить людям, потому что они искажают, они придумывают, и они очень-очень вглубь уходят, сами придумывают. Она легкая религия, ей много не надо. Придумывают, искажают, придумывают. Все исказили. Она легкая, нету там вот этого вот черноты, Хорошо. мракобесия, ничего нету. Ты прав. Хорошо. Молодец. Хорошо. Мы тебя Хорошо. поддерживаем. Хорошо, послушай. Я не беру то, что мне говорят. Я всегда опираюсь на источник. Я иду вот, когда мне что-то я слушаю, да, вот наперед, может, ты меня не выучила, может быть, я не так все показываю. А когда мне какую-то вещь рассказывают в любой ситуации, я должен опираться на какие-то факты, на доводы и на чем это все основано. На работе, в жизни. Есть что-то, какая-то должна быть логика, какой-то расчет математический, что-то должно стоять за этим. А когда я подхожу, как, может быть, уже, как, я не знаю, давай скажем, как инженер, например. Что стоит за этой книгой? Я начинаю смотреть, я не понимаю. Я начинаю задавать вопросы, которые никто не может ответить. Мало того, там нету базы. Нету никакого, как ты говоришь, даже смысла. Теперь все, что я говорю от вашей книги. От твоей книги, ты пойми. Я могу... Шалом, я извиняюсь, я поздоровался, у меня не было Ибрахима, я извиняюсь, я не слышал никого. Кого не видел, шалом, Леон, шалом, всем шалом. Я могу вот с тобой пройтись, да, и все из твоей книги. Ничего не добавить, не убавить. Вот все, что написано в книге. Мало того, вот скажи мне, Сара, такую вещь. Священная книга. Как ты представляешь, что такое священная книга? Это наш Коран. Окей, это твой Коран. Скажи мне, священную книгу можно там изменять, дополнять, улучшать, заменять, сжигать? Нельзя. Молодец. Честно. Теперь смотри, что получается. Когда у тебя пишут, что нельзя изменить, он пишет, он сохраняет эту книгу, он знает, что будет наперед, да? То есть он подчеркивает, что не будет никаких ошибок, он знает, что будет наперед. Окей? Кстати, мы говорили о Френзо. Френзо, она просила у него паспорт. Вот тогда был скандал с Френзо, я тогда залетел. Можешь с ним поговорить. Мы ее тогда раскрыли, про ту звездочку. Теперь смотри, что дальше. Теперь он подчеркивает, что нельзя изменять, улучшать. Он говорит, даже кто будет изменять, коверкать, это получит наказание. Теперь мы говорим, окей, все нормально. Ладно, хадисы там есть достоверные, недостоверные, я там прибавили, убавили, написали, собрали.
я нарываюсь на такой фактор. О, пахан. Вот, видишь, мы с паханом, мы с Тамарой ходим парой, мы вместе в бою. Да, да, всех приветствую. Маршал, шалом. Сколько тебя искать? Шалом, шалом, худо. Сейчас Альбус будет Вот говорить. посмотри, Сара, вот сейчас я скажу, и пахан дополнит. Что я нарываюсь? Не бойся. Где я нарываюсь, Сарочка? Я нарываюсь, что Коран был изменен. Коран изменяли, дополняли, Альбус, у тебя, улучшали. если ты не говоришь, микрофон выключи. А пока говорить, все равно ты не можешь. Дополняли, улучшали, изменяли, понимаешь? Я говорю, да ничего себе, как это такое паника, как такое может быть? И мне в ответ такие пьяные, вот эти непонятные ответы такие идут, да? Я говорю, как, тебе же написано вот такая целая серия. Вот я, например, оставьте, ладно, иудаизм, ну просто подаю пример маленький. Нам дали этих 613 заповедей, да, им все, мы ничего не можем с этим делать, все, вот как они есть, так они есть, все, вот сдохни, вот они есть. Хорошие, плохие, они есть, все, мы ничего не можем с этим сделать. А тут дополняет, улучшает. Мало того, Сара, прикинь, еще сожгли еще, и какой-то Фуцин написал на свой лад. А теперь вопрос, кто он такой? Доверяешь ты ему? Не доверяешь ты ему? Что? Леон, Подожди, помолчи секундочку. Леон, Сейчас помолчи, Альбус, А как помолчи. мусор был? Альбус, помолчи, давай сейчас свою херню. Как она была написана? Пускай не врет. Подожди, да, секундочку. Леон, давай я поправку сделаю маленькую. Я сделаю поправку, потом будешь говорить. Говорит, ну. 613 правил мы не соблюдаем. Почему? Потому что нам запрещено их соблюдать по той причине, потому что не пришло... Потому что я знаю, что этот будет говнюк сейчас говорить. Он начнет Талмуд сувать и все такое. Леон, подожди секундочку, да. Мы их не соблюдаем, потому что мы ждем Мессию. Когда придет Мессия, вот тогда с Божьей помощью как мы будем соблюдать все 613 законов Божьих. Лазик, послушай меня. Соблюдать, не соблюдать, это же твои проблемы. Нет, но ты не можешь. Ты не можешь. В сегодняшнем мире ты не можешь это делать. Кто у вас из Ребята, Я не специалист, я просто знаю, что я буду сейчас говорить. я бы хотел лучше давайте не в иудаизм заходить, а давайте обсудим лучше превосходство араба над неарабом. Давайте вот эту тему поднимем лучше. заднюю кинули, В особенности курайшиты вообще же, по-моему, на самой вершине. Так, Манкурт, или ты нормально разговариваешь? Альбус, или ты диалог ведешь нормально? Кто такой Гой? Можно интересно? Еврей, кто такой Гой? Сара, подожди, Лазик. Если все люди религию бросят и будут верить в одного Творца. Я не поменял, потому что это пища для этих дебилов внизу. Там, вот, не надо, ставь мне. Да насрать мне на этих дебилов. Леон, лучше темку вот с этим о превосходстве араба над неарабом и о превосходстве над арабом курайшитов и над превосходством хашимитов, откуда Мухаммед, над остальными, короче, вот эта лесенка, пирамидку, короче. Брателло, вот эту пирамидку. к этому придем, я это тоже жду, мы с тобой к этому придем. Я просто хочу объяснить Саре. Вот, Сара, давай. Ты ни хрена не знаешь, Лён, ты ни хрена не знаешь. Я тебе покажу все, оставь. Сара, вот ты слышишь меня? Ты сидишь и молча сидишь у него, ты о чем? Иди, подохни, я сейчас Сара поговорю, потом тебя подниму. Лео, а что, если люди забудут про религию и будут верить в одного Творца? Может быть, этой побои не будет от этого кровопролития, которое вот этот не могут поделить даже землю? Просто он есть, вы все знаете. Я же сейчас тему поднял про расизм в арабской религии ислам. Это, считай, 2 миллиона расистов есть. И еще скрытых мазохистов, которые, зная такую информацию, то, что араб превосходит его... Хубал, ты там спрашивал насчет превосходства. Тебе объяснить? Давай, мне интересно. Давай. Курайшиты имеют превосходство над тем, чтобы секунду, я добавлю к теме, добавлю, как это еще согласуется с тем, что Мухаммед говорил, что тот, кто превозносит там свое племя, или что он там говорил, пускай укусит за одно место своего отца. И он говорил, понимаете, это как есть, без скрытых смыслов. Это раз. Да, я тебе объясню. Во-вторых, то, что
перед Всевышним, типа, важно богобоязненность. Благочестие, богобоязненность превыше Да. всего. Можно Это теперь второе. объяснить? Да, подожди, я договорю и я то, что слышал ученых ваших мусульманских, это скажу, а потом ты это все прокомментируешь, хорошо? Они сказали так, что это, в земной жизни вот эта цепочка там, араб над арабом курайшит, над курайшитом там хашемит, и в самом низу там остальные, это в земной жизни работает. А в той жизни, работает вот эта тема, то, что про богобоязненность. Теперь можно начинать. объяснить? Да. Хорошо. Здесь идет речь о превосходстве в именно управлении, то есть менеджмент. Допустим, поэтому курайшиты имеют превосходство над другими именно в правлении. То есть, когда выбирают правителя, должны там выбрать нету, курайшита. что именно в правлении там такого нету. Не надо, пожалуйста, от себя добавлять. Даже если Нет, я не от себя добавляю, я же объясняю. Вот смотри, зачем ты перебиваешь? правителем может быть только курайши, даже если двое останутся. Да, вот именно, вот. Поэтому курайшит имеет превосходство над другими. Именно в правлении, когда выбирают правителя. Не в правлении. Но никогда выбирают. Не в правлении. Там правление. Что ты споришь? Я мусульманин или ты? эта тема, и я мусульманин. А ну, Леон, эта тема. Я мусульманин. Дайте мне объяснить, дайте мне закончить. Эту тему Дайте мы 100 закончить. раз ковыряли. Сейчас ведущий Эту тебе тему скажет. 100 раз ковыряли. Да, тут Дайте у нас закончить. ситуация такая, что... Потом Хубал скажет, что я не ответил. Он скажет, что я не ответил. Дайте закончить мне. А была такая я тема, тебе- то, что курайшиты... Пускай ответит, потом мы включим громко и послушаем. Пусть отвечает, я, его зря перебил. Давай. Объясняю. Курайшиты имеют именно в правлении превосходство, что они будут лучшими правителями, чем остальные. Но когда доходит дело до другого, допустим, японец в электронике лучше разбирается, чем араб, здесь превосходство передается уже к японцу, мусульманину. Но не как арабу курайшиту лишь потому, что он курайшит. Точно так же, допустим, перс разбирается в математике, в алгебре лучше, чем курайшит араб. И здесь в вопросах математики уже Бро, превосходство давай ты переходит будешь к персу. не уходить со своей объяснения демагогии. Давай под тем, что ученые говорили, что ваши алимы говорили, там, что ваши книги Вот говорится. алимы это и говорили. Не нужно Это и разбавлять говорили. математику там и всякие эти вещи. Я же тебе пояснил, это пояснение, если тебя не устраивает, то это твои проблемы. Придется поклоняться, если сейчас еще... Смотри, во-первых, даже... Владик, да, я, пожалуйста, скажу. Я разузнал специально из курайшитов, а именно из хашемитов и вообще курайшитов. Спрашивают, дай мне, пожалуйста, правителей в мире, который принадлежит к хашемитам или вообще курайшитам. Можешь мне сказать, пожалуйста, во всем мире 3 правителя? Есть ли из курайшитов? На сегодняшний день? Да, пожалуйста. Нет, на сегодняшний день я не знаю, может быть и есть кто-то. Я точно не это. Я тебе скажу, есть 2 чувака, которые утверждают, это один король Иордании, второй король Марокко. Теперь расскажи мне, пожалуйста, как твой балабол Мухаммед обосрался с тем, что арабы превосходят эту шлюху, курайшиты. Ибрахим, слышишь? Эту шлюху можешь кикать после таких оскорблений. Подожди. Хубал. Аккуратно. Не это самое. Ему нельзя здесь находиться, если ты будешь поносить это дело. Аккуратно. В смысле, он уже поносит. Гони его нахуй, если не умеешь так разговаривать. Иди нахуй, шлюха. Так, не матерись. Ты объяснили же правильно Кубалу. Да что ты начинаешь материться, слышишь? Да, у нас порядок. Так, тебе надо объяснять, что ты должен нормально разговаривать. Ты сам кто был? Пожаловался, приняли. Ты христианин? Твою жалобу приняли? Не матерись. Матершинство, оно отдаляет. Сам христианин, Хубал. Матершинство отдаляет от рая на 70 лет. Каждое матершинное слово. Да. Леон, объясни этому Хубалу христианину. Подожди, я тебя дослушал. Подожди теперь. Я договорю. Есть 2 всего правителя существующих. Это король Иордании. Ты уже начал, перешел на оскорбление. Ты этим показал. И король Марокко.
получается, что Не-не-не, все, ты уже превосходство отказался. курайшита, оно не действительно. Превосходство араба, я думаю, тоже, как бы, если смотреть на весь мир, как бы тоже недействительно. А в чем они превосходят? Как-то еще там говорится, что если даже всего 2 курайшита во всем мире будут, и остальные вообще, короче, не курайшиты. Курайшиты будут править ими, короче. Где это все совпадает с тем, что в вашем исламе есть? Теперь отвечай. Нечего тебе отвечать. Ты на оскорбление пришел. Хорошо, да, я тебе показал, что не стоишь ничего. Форс. Я не оскорблял твоего пророка и так далее. Давайте вопрос задам. Я вот где-то слышал, не помню где, но я слышал, что курайшиты вообще отказались от Мухаммада, не признавали его как пророка своего. Но это балабойство. Какой-то христианин просто придумал, фейк кинул в интернет. Другие схавали. Подожди, что ты так напрягаешь? Нормально, объясни мне, чтобы до меня дошло. Потому что курайшиты отказались от Мухаммада, как бы они его в конце концов в принципе не приняли как пророка, начнем с этого. Он хоть относился к этому племени. И в конце концов, как бы, да, мне понравилась такая тема, вот и монархии и так далее, как бы, что можно властвовать. И в конце вот, кто оказались курайшитами, как кто себя называет, это монархи сегодняшние, да. Это царь Марокко, это тоже это правда, ты можешь перепроверить, как бы, да. И это, получается, иорданский вот этот и так далее, как бы. И они вот и ведут европейские такой, стандарт, как бы, да, вот у них чисто европейский стандарт, у них нет такого. Так, я не понял, да. Суть вопроса в чем? В том, что курайшиты превосходят других, остальных. Когда они стали мусульманами, курайшиты? Так, это что отменяет истинность ислама, это отменяет того, что Бог один. Подожди, так курайшиты, в конце концов, вы говорите, что курайшиты. Нет, в чем суть вопроса? Суть вопроса, вот, что когда они стали мусульманами. Подожди, ты уже ответил суть. Подожди, Лазик, он уже ответил на вопрос я теперь хочу Грока включить на эту тему, чтобы мы послушали внимательно все вещи и вообще мысли их ученых, там, как бы, я эту тему с Гроком разбирал, и он может по существу на все эти моменты ответить. Чел, я Гроком буду разговаривать, он подтвердит мои факты. Слушай, подожди. Или ты реально думаешь, что Грок отвечает тебе, да, он говорит, да, ислам это не истина, ты думаешь, он не подстраивается под тебя? Всего остального. Бля, чел настолько необразованный, что думает, что нейронка объективна. В самых авторитетных хадисах Бухари, Муслим говорится, что власть всегда должна быть у курайшитов. Есть прямой хадис. Не перестанет это дело быть у курайшитов, даже если из них останется всего 2. Также есть хадисы, что арабы лучше не арабов, а среди арабов курайшиты лучше всех. В самом Коране ничего подобного нет. Наоборот, в Коране 49:13 сказано, что главное богобоязненность, а не происхождение. Сейчас из всех правителей только короли Иордании и Марокко претендуют на происхождение от курайшитов, но они довольно слабые. Самые сильные и богатые мусульманские страны, Саудовская Аравия, ОАЭ, управляются людьми не из курайшитов. Когда им указывают на это противоречие, ученые начинают выкручиваться. Говорят, что хадис был только для первых веков или что курайшиты стали недостойными. Главный вывод, к которому мы пришли, в хадисах четко заранее прописано подготовленный ответ просто включил. Кому ты эту лапшу вешаешь? Кому ты вешаешь эту лапшу? Клоун. Давай теперь. Сейчас я скажу. Подождите, я вас выключаю. Хубал, скажи как номер. будто не знаешь, как нейронки работают. Подождите, назови номер этого. Вот так это всегда будут вот такие проблемы, если номер хадиса не будешь называть. Секундочку, сейчас я... Назови, пожалуйста, Грок, все вот эти хадисы, там, номера. Вот самые главные хадисы, которые мы обсуждали. 1. Главный хадис про курайшитов: не перестанет это дело власть быть у курайшитов, пока из них остается хотя бы 2. Сахих Аль-Бухари 3501. Также встречается как 7140 в другой нумерации. 2. Про 12 правителей из курайшитов. Все они будут из курайшитов. Сахих Аль-Бухари 7222. Тогда Дернус Семи Раскадьяи.
3. Про превосходство курайшитов. Есть хадисы, где говорится, что лучшие из арабов курайшиты, а лучшие из курайшитов Бану Хашим. Самый известный, поистине Аллах избрал из сынов Исмаила Кинану. Из Кинаны избрал Курайш, из Курайша избрал Бану Хашим, а из Бану Хашим избрал меня. Сахих Муслим 2276. Хадисов, которые прямо говорят «арабы – хозяева всех людей», я не нашел в сахихах в такой жесткой формулировке. Основное все-таки крутится вокруг права на власть и избрания именно курайшитов. Хочешь, я еще добавлю те, которые говорят, что арабы лучше не арабов. Да, вот этот момент, где он пророку Мухаммеду, там арабы подошли, и то, что они намеком спрашивали про превосходство арабов над неарабами. Вот что ты ищешь. Тот случай, когда к пророку пришли люди и намекали на превосходство арабов над неарабами. В хадисах в прямом виде не зафиксирован, но есть очень близкий по смыслу момент. Самое близкое к твоему описанию – это хадис, где пророк прямо ответил на тему превосходства. «О люди, поистине ваш Господь один, и ваш Отец один. Нет превосходства у араба над неарабом, и у неараба над арабом, у красного над черным и у черного над красным, кроме как в богобоязненности такве». Этот хадис передается в Муснаде Ахмада 22978 и считается достоверным у Аль-Альбани. Что касается жестких высказываний о превосходстве арабов, они в основном в хадисах про власть. Нет, подожди, я говорю про то, что когда к нему подошли и спросили, например, про превосходство, и они отрицали: нет, ты нас неправильно понял. Потом Мухаммед еще раз сказал. Потом, когда он догнал, про что они говорят, он тогда признал превосходство. То, что они до джахилии были превосходными и после. Вот этот момент найди, пожалуйста. Там, если я не ошибаюсь, еще в самом начале, когда к Мухаммеду дядя его пришел со словами: что ты там курайшитам такого говоришь, что они панику подняли. На что он им сказал: я только лишь попросил их там сказать два слова. Вот тот самый момент, который ты ищешь. Это хадис из Сахих Аль-Бухари. К пророку пришли и спросили: «О посланник Аллаха, кто самые достойные люди?» Он ответил: «Самые богобоязненные». Они сказали: «Не об этом мы тебя спрашиваем». Он сказал: «Тогда, значит, вы спрашиваете о лучших из арабов, Маадин аль-Араб». Они сказали «да». Тогда он сказал: «Лучшие из вас в джахилии, лучшие из вас в исламе, если они постигнут религию». Это и есть тот хадис, где Мухаммед сначала дал общий ответ про богобоязненность, а когда люди намекнули, что их интересует именно превосходство арабов, он подтвердил, что те, кто был лучшим в доисламские времена, остаются лучшими и после принятия ислама. Хочешь точный номер хадиса в Бухари? Вазик, ты все? Давай я закончу. Там так вот, тогда курайшиты же отправили его дядю к Мухе, чтобы тот с ним поговорил. На что Мухаммед сказал: я только попросил сказать два слова, после которых арабы подчинятся им, а не арабы будут платить им дань. Вот, это еще с тех пор, по-моему. Хубал, там есть хадис, где сказано: курайшиты лучшие как среди мусульман, так и среди кефиров. Вот этот спроси меня, какой по счету хадис, и правильно его, чтобы он передал. Да, сейчас я этот наушник сделаю, давай ты спросишь лучше, сейчас подожди. И при этом они его не приняли, получается, не Мухаммада? Получается, его же племя... Да, я включаю. Иди, говорит, отсюда сумасшедший, говорит, что такое. Лазик, подожди, я включаю игрок. Спрашивай, Ибрахим. Мне нужен хадис. Так, мне нужен хадис, в котором сказано примерно вот так, что курайшиты, либо арабы, лучшие и как среди мусульман, так и среди неверных. В точности. Точный вот хадис, это... который ты имеешь в виду. Люди – это рудники Магади. Лучшие из них во времена джахилии, лучшие из них в исламе. Подожди, это не тот. Можешь сказать, я сам спрошу? Он что-то тормозит. Можешь повторить, пожалуйста?
Ну, типа, блин, как это дословно было? Короче, лучшие, курайшиты лучшие и среди неверных, среди кефиров и среди мусульман. Такой этот хадис, где курайшиты лучшие среди кафиров и не мусульман, короче. И мусульман. И мусульман. Ой, сейчас, подожди. Мне нужен хадис, где, короче, курайшиты лучше не мусульман, кафиров и мусульман, короче. Вот тот хадис, который ты ищешь. «Аннас табали курейш фи хада ша'n. Муслимухум ли муслимухум, ва кафирухум ли кафирухум». Перевод. Люди следуют за курайшитами в этом деле, во власти. Мусульмане среди них за мусульманами из них, а кафиры среди них за кафирами из них. Сборник Сахих Муслим, норме 1818. Также приводится в других источниках. Смысл. Даже среди немусульман кафиров курайшиты считаются главными и ведущими. То есть превосходство курайшитов признается не только среди мусульман, но и среди неверующих. Это один из самых прямых хадисов, где превосходство курайшитов распространяется и на кафиров. Хочешь, добавлю к нему еще пару? Спроси, почему? Почему спроси? Почему он не лучше? Спроси это. Вот почему. По хадисам и объяснениям курайшиты считаются лучше. Мухаммед объяснял это так. Аллах специально их выбрал. Есть хадис. Аллах выбрал из потомков Исмаила Кинану, из Кинаны выбрал Курайш, из Курайша выбрал Бану Хашим, а из Бану Хашим выбрал меня. Избранные. То есть это божественный выбор. Они были лучшей породой еще до ислама. В хадисе говорится: лучшие из вас в джахилии, лучшие из вас в исламе, если они постигнут религию. Курайшиты считались самым благородным, влиятельным и уважаемым племенем Аравии. Они контролировали Мекку и Каабу. Это было самое важное религиозное и торговое место. Они управляли паломничеством, торговлей и имели большой авторитет среди всех арабских племен. Они обладали качествами лидерства, умением управлять, вести людей, организовывать. Пророк прямо сказал, что власть должна быть у них и среди мусульман, и среди кафиров. Проще говоря, по этим хадисам превосходство курайшитов — это не просто мы арабы, мы круче, а сочетание божественного выбора, благородного происхождения и реальной силы в доисламской Аравии. Хочешь, я скажу, как это выглядит критически? А другие, кто тогда? Кто другие? Кем они считаются другие? Вот как это выстраивается по хадисам и иерархия. Согласно этим хадисам, люди делятся на рудники, маадин, то есть у каждого племени и народа своя порода. Верхушка выглядит так. Лучшие из людей — курайшиты, особенно лучшие среди них — Бану Хашим. Лучшие среди арабов — курайшиты. Лучшие среди всех остальных — персы, аджам, не арабы. Есть хадис, который прямо говорит: лучшие из людей — арабы, лучшие из арабов — курайшиты, лучшие из курайшитов — Бану Хашим, а лучшие из неарабов — персы. То есть все остальные народы — турки, кавказцы, африканцы, европейцы и д.д. считаются ниже персов. По сути, это классическая племенная иерархия. Курайшиты, выдумта все арабы, будумта все драк, цили еватью и рубаняс. Хочешь, я тебе скажу, насколько эти хадисы считаются достоверными? Все вот это вот ход событий развязывается вокруг арабов, которые стоят у нас во главе. То есть на голову сейчас я себе посажу, приведу курайшита. И второй, это его как бы такой близкий к нему, подручный, это перс. Все остальные как бы уже там под низом как бы. Знаете, у меня главный вопрос созрел. За пророком Мухаммадом, как бы, кто Лазик, первый? у меня созрел главный вопрос. Подожди, чтобы мысль не бежала.
Подожди, пока, чтобы мысль не бежала. Кавказцы, теперь вы слышите, что вы самые последние... Да, я про это хотел сказать. Леон, Да. подожди. Если бы к нашим предкам, Ибрахим, если бы к нашим предкам, вот этим бы, вот это бы они бы сказали бы в первую очередь, а потом, например, ислам бы представили, как думаешь, они бы приняли это или нет? Под зад бы получили бы конкретно. Общество, которое свободное, никогда вот это дерьмо на него не клюнет. Там просто по-хитрому начали это преподносить у свободного общества. Смотрите, это точная копия, идентичность вашему самобыту. Вот, и вот так это по ушам. Вот сегодня те, кто за буйки еще не заплыл, вот ты им это расскажешь, они будут на себе тельняшки рвать. Это у еврейские какие-то хадисы туда принесли, туда-сюда. А кто за буйками, им вообще по барабану. Они хоть под чем, хоть под... Это хорошо, что когда он говорит еврейский, почему значит, получается, Коран написали евреи. Понимаешь? Вы все как бы поменяли. Везде хвост еврея торчит. Лазик, везде хвост еврея торчит. Писать там мог евреи, как бы, ну, диктовал там Мухаммад. Теперь что получается? Писать не читать. Я несколько недель назад рассказывал, что арабы думают про других народов. И это факт. Если они приедут, казахи, чеченцы, кавказцы, неважно, кто-то приедет в арабские страны, они их считать будут как за говно. Почему? Потому что мы живем на Ближнем Востоке, мы знаем. Мало того, бедуины с арабами еще спорят, воюют, кто лучше из них, чтобы вы только подметили. А вы так мусор. Вы мусор, вы просто орудие труда. Заплатили там бабки на черный камень, да, побежали, пописали там как бараны. Вы, короче, это материал. Но самое интересное, мы к этому опять пройдем, что вот эти бабуины, которые создали всю эту сказку, они сейчас уходят в нормальный мир. То есть они сейчас празднуют все праздники, всех религий. И там можно уже бухать потихонечку. Там уже меняется учебная программа. А вы будете баранами, они вас будут спонсировать, кидать вам деньги, чтобы вы поддерживали. Но они уже отойдут. То есть вы будете дебилами, баранами, да, а они уже отойдут. Но что здесь сам свич? Какой здесь сам свич? К чему я радуюсь? Потому что если база нету, а база сама уже уходит, а пополняет вас, да, который вы еще в исламе, она потом уже в будущем сыпется, рушится. Все, вы с этим будете жить. Вы вспомните мои слова так через минут 15-20 лет. Четко вспомните мои слова. Ибрахим, вот это то, что, например, обвиняют там, например, вот чеченцев там или другие народы, вот эта тема тоже интересная там есть. То, что, например, ну, своих женщин, например, да, там, как бы выдавать за другие нации, как бы там, ну, не то чтобы запрещено, просто как бы нехорошо там по разным, например, причинам. Я бы хотел, чтобы вы послушали, короче, мой вопрос к Гроку сейчас. Очень интересный. Давай. Слушай, это правда, что, например, этим курайшитам или арабам вообще не за араба выдавать, например, своих дочерей нельзя было и сейчас нельзя по традициям? Да, есть такое. В классическом исламском праве, особенно у шафиитов, ханбалитов и части ханафитов, существует понятие аль-кафа – равенство соответствия в браке. Согласно этому правилу, арабка, особенно курайшитка, считается неравной ни арабу по происхождению, поэтому ее отец, опекун, имеет право не выдавать свою дочь за неараба, даже если тот хороший мусульманин, образованный и благочестивый. Это осталось от старой арабской племенной гордости. Некоторые старые книги прямо пишут, что неараб не является кафа, равным для арабской женщины. Сейчас на практике, в теории, такое правило все еще есть у части ученых. В реальной жизни в большинстве арабских стран и среди мусульман СНГ это уже сильно размылось, особенно в больших городах.
Но в консервативных семьях, особенно среди тех, кто следит за чистотой крови, до сих пор очень неохотно отдают арабских дочерей за неарабов. Турка, курда, кавказца, пакистанца и так далее. Хочешь, я скажу, как это объясняют современные ученые и как они пытаются это смягчить? Давай. И на что они основываются? Вот как из это объясняют религиозного сейчас. писания? Современные ученые Подожди, разделились на подожди. две группы. Да, Один — те, кто защищает правила, большинство современных. Подожди. Давай объясни, и плюс еще как они это объясняют, обосновывают. На что они опираются На что из они опираются? религиозного? Вот четкий и прямой ответ. Из Как они религиозного. обосновывают запрет на Из религиозного они на что опираются? Ща, подожди. И из религии на что они опираются тоже? Из религии они опираются на два главных источника. Один – на хадисы о превосходстве арабов и курайшитов. Особенно на хадис «люди – это рудники», Маадин. Лучшие из них во времена джахилии, лучшие из них в исламе, если они постигнут религию. Из этого делают вывод, что арабы по происхождению стоят выше неарабов. 2. На понятие аль-кафаа – равенство в браке. Классические ученые, особенно шафииты и ханбалиты, считали, что муж должен быть равным жене по происхождению. Поэтому арабка, а тем более курайшитка, считается неравной неарабу. Самое жесткое и прямое высказывание принадлежит Ибн Таймия, Мадждуддин Ибн Таймия, который прямо написал: «Не будет действительным брак, если выдать арабку за неараба. Арабы равны между собой, а остальные народы равны между собой. Курайшитка не выдается за некурайшита, хашимитка за нехашимита». Это чисто фиховое правило, взятое из доисламских арабских традиций. В самом Коране такого нет. Коран как раз говорит... Вот вам и Ибн Тамия, любимый на Кавказе. Это главный ваххабер же, да, пишет? Да. Не, представь, блин, нам годами, десятилетиями они засирают мозг, да, что там типа все равны, там туда-сюда, вот эти вот совместные перемешку, там браки. А тут у нас есть еще и титульные. Да, и любимый их горячо Ибн Тамия, короче. Неплохо так зарядил. Ой. Да, интересно. Интересно. Но все-таки это мы на мою тему очень сильно не ответили. Есть кто там желающий из мусульман подняться, объяснить мне, рассказать про Мухаммада, почему он стал пророком, как вы определили? Ну, мне кажется, лучше нужно спросить про пищевую цепочку там, на каком они уровне там находятся среди мусульман. Это тоже надо. Но самое главное, понимаешь, надо идти с базы. Мы уже об этом мы к этому придем по-любому, и мы уже там были. Просто, понимаешь, что получается? Если нет базы, нету ничего, нету религии. То есть это уже все, уже ты берешь стул, ломаешь под ним вот стул. А потом проводишь к этому второй тезис, как ты говоришь, смотри, кто ты считаешься в исламе. А если не веришь, поедь на Ближний Восток и убедишься сам. Он там не то, что ли тельняшку будет рвать, он на себя лифчик оденет. Снимет, точнее. Не, ну даже если исходить из вот этих моментов, там, про пищевую цепочку, то уже я тогда, я чуть, балаболом то, что назвал, ихнего арабского пророка.
Ну, по сути, это не так. Он же не пророк. Он же говорит, что если два будет даже всего там курайшита, они будут как бы, ну, править там всем. Что-то я не вижу, чтобы они там правили. В Марокко там или в этом, где это, рядом с вами там находится, я забыл название этой страны. Где король Абдалла, или как его там зовут. Иордания, вот. Если просто даже следовать этому, как бы, даже это опровергает его. Или это может у евреев, там, я не знаю, у Дональда Трампа, у всех этих, как бы, да, там правителей, там, китайский, например, Си Цзиньпинь, там, у всех курайшитский ген скрытый есть, может быть, какой-то там. Может, они проскочили как-то там. Сперма арабская. О, аккуратно. Ну, понятно, там где-то кто-то там на шабашку что-то такое, короче, получилось у нас, что везде, короче, наследили там курайшиты. Да, Путин там потомок курайшита, там этот Си Цзиньпинь, там, я не знаю, в США там вся элита, там потомки курайшитов, наверное. Евреи, наверное, тоже потомки курайшитов, которые отклонились в секту, превратились. Вот сюда нас надо. Вот сюда вот точно нас. Еще вот сюда не хватало нас. Может, вы сами, Леон, может, вы сами не знаете об этом. У вас есть курайшиты? Есть у вас, Леон? Не будет. Вот сюда. Ребят, можно, да, минутку? Минутка вашего внимания. Я долго молчал, слушал вас, да? Долго молчал. Приходи свободным, говори. Вот мне интересно, да, вот мы не были там, да, как они себя ведут, да? Вот вы разговариваете много чего, то, что вы сами не видели. Искусственный интеллект включили, да, Сири там что рассказывает, искусственный интеллект. Да, это я договорю, брат, я же молчал столько времени. Пусть договорит, Лев. Да зачем? Видишь, вот ты не можешь, это сейчас твой, извини, конечно, не хочу тебя, это твой эго сейчас разговаривает, не ты. Ты даже не даешь мне договорить. Все, говори, братан. Как мы можем говорить о других людей, если мы не можем в самих себя разобраться? Как? Вот вопрос. И мы после этого себя считаем мужиками? Как кого-то осуждать, когда мы не можем своих дома воспитать, дать правильное воспитание, да, там, родственникам, да, и мы куда-то чужие туда лезем, к другим. Отвечай тебе на вопрос. Отвечайте на вопрос, первый вопрос. Ты говоришь, где мы там не были. Я живу на Ближнем Востоке. Я прекрасно вижу и знаю, как здесь это все работает. И я тебе желаю, искренне желаю, приехать на Ближний Восток, окей? И задать два вопроса. И будет интересно, выйдешь ты живым оттуда или нет. Честно. Кто ты считаешься для мусульман? Они скажут, ты говно. У тебя это как и по хадисам. Это тебе факт. Потому что они между собой, бедуины, ты даже знаешь, кто такой бедуины, оставь. Бедуины и арабы между собой воюют очень сильно. Кто из них самый первый? А ты говно. Два, я тебе желаю, советую, ну с опаской, вот тут уже опаской, спросить у них, а можно жениться на девочке 5 лет, 6 лет, или это плохо, или нет? Он скажет тебе да, но он потом на тебя посмотрит, скажет, что ты кафир, и может тебе голову оторвать. Понимаешь? Так что вот это вещи, что ты сейчас рассказал, кинул в воздух, да, она также распылилась вот так сразу же. Теперь что мы читаем тебе из Корана, мы читаем тебе из хадисов, мы ничего не придумываем. Вот именно, что мы и разбираемся.
Теперь у меня такой вопрос к тебе, да? Вот ты такой умный, молодец, все красиво разбираешься. Вот ты же мусульманин, правильно? Верно. Все. А почему не хамдулиля, там всякие вот эти вещи, не? Ну ладно, бог с ним. Смотри, Мухаммед для тебя ведь пророк, правильно? Верно. Верно. А как вы определили, что он ваш пророк? Вот ты знаешь, что он твой пророк, окей? И как вы, мусульмане, поняли, что он ваш пророк? Или тебе тупо сказали, смотри. Слушай, хорошо, ты вопрос... Хорошо, меня... Дай вопрос задал, я сейчас тебе... Меня Мурат зовут, ты мне вопрос задал, я тебе сейчас отвечу, да? В исламе есть 76 течений. Из них, пророк Мухаммад говорит, есть одно течение, которое правильно она идет. 70 течений, да? И за 1500 лет, ты извини меня, конечно, да? Люди переписывают люди. Я у многих спрашивал, да я не хочу никого обижать, у многих спрашивал, задавал один и тот же вопрос, каждый рассказывал по-своему, да? А если найти, есть они достоверные книги, которые писания есть достоверные, то что, да? Есть и какие-то, знаешь, сколько ФСБ, сколько, да, институтов евреи люди создали, чтобы как-то сбить мусульман с пути, свои течения открывают, что-то там поменяли, какой-то момент поменяли, да? Знаешь, сколько их? Ты даже не знаешь. Если ты знал бы, ты об этом не разговаривал бы. Ты даже не знаешь. Еврей, ты знаешь, сколько институтов евреи создали? Чтобы мусульман сбить с пути, чтобы мы вот так между собой спорили, да? А настоящий не видели, настоящий. Ты знаешь? Вопрос. Какого движения вот это, что жениться надо? Стой, Мурат, я тебе задал простой вопрос, ты ушел в другую тему, мы к этому вернемся тоже. Я тебе задал простой вопрос, по 50 чечений, хоть 300 чечений. У вас Мухаммед, он пророк. Все. Как вы поняли, что он пророк? Альхамдулилля, хорошо, возьми достоверную книгу, да, и почитай то, что пророк Мухаммад говорил, это асхабы писали, не он, это Умар писал, да, его дозволение Абу Бакр, когда были живы. Возьми правильную книгу и почитай. 1500 лет назад человек откуда знал, что так будет вот сейчас на сегодняшний день. Там же все написано. В Коране нет никакого изъяна. Даже запятого там лишнего нету. Настолько... Говори по фактам, что ты сейчас облачно говоришь. Они сказали, тот сказал, предсказали. Давай, знаешь что, давай будем идти по твоему. Ты же веришь в Коран? Ну, это не тот человек, кому этот вопрос нужно задавать. Он ничего не знает. Не, ну почему? А Вален пытается, главное, что он пытается. Погоди, ты христианин или кто-то мусульманин? Ты кто вообще, христианин? Кто, я? Ну да, кто сейчас разговаривает? Я избранный, я еврей. Как ты кого-то обвиняешь, что я меняю твою религию. Хорошо, хорошо. Да. Я же не говорю, я твою книгу не читал, я вот... Инжир я не читал, и я не знаю, что там говорят, и я не хочу кого-то слушать, что-то говорит в инжире написано. Ну, инжир нельзя, инжир сейчас как раз. И из-за этого я с тобой об этом абсолютно не спорю. Да, на земле много что происходит, много что творят люди, да, там евреи, христиане, мусульмане, да, творят, да. Я не отталкиваюсь от этих слов. Дай договорю, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты уходишь от темы. Вы красиво уходите от темы всегда, постоянно. Леон, давай я у него спрошу. Я вот бывший мусульманин, Леон. Сейчас, подожди, я спросил маленький вопрос. Вот я пришел к тебе, ты кричишь, я мусульманин, хамдулилля, красавчик, у меня есть Мухаммад пророк. Я прихожу вообще без сарказма, спрашиваю, слушай, а кто такой Мухаммад? Он говорит, он мой пророк, он такие вещи делает. Я спрашиваю, а как вы поняли, что он пророк? Как вы определили, что он пророк? Может быть, я твой пророк, и сейчас пришел к тебе, спрашиваю, определяя тебя, на истине ты пути или на истинном. Откуда ты знаешь, с кем ты разговариваешь? А? Леон, подожди. Он не знает на этот ответ. Вот я, например, бывший мусульманин, юзер. Вот я сейчас про пищевую цепочку, да, там, пирамиду, начиная там с с племени Мухаммеда, там, хашемиты, потом курайшиты, потом арабы,
потом персы, а потом вот ты. Если ты не перс, конечно. Что ты об этом думаешь? Вот на это ответь мне, пожалуйста. Тебе это нравится или нет? То, что ты на самом низу пищевой цепи среди мусульман. Ефрейтор, получается. Мне ваши разговоры, где я в каком цепи я нахожусь, в нижнем или ефрейтор, да, мне ваше мнение абсолютно не жарко и не холодно. Это не мое мнение, это мнение от ислама. Это не мое мнение. Хорошо. А ты мне скажи, пожалуйста, да, в исламе, когда люди изучили, когда ислам пришел на землю, да, когда Мухаммад Пророк пришел, сколько всего медицина, то, что ты сейчас получаешь пенсию, твои детские получаешь, да? Не, я тебе... Сколько всего благодаря исламу люди изучили. Подожди. Ты на тему переходишь. Я тебе конкретный вопрос задал про тему, например, твоего статуса в исламе, например, да, среди там арабов, среди курайшитов, среди хашемитов. Ты уходишь на другую тему. Тут есть хадисы, это не от меня. Я тебе просто задаю вопрос. Что ты об этом думаешь, об этих хадисах? Мне, знаешь, брат, мне их вообще не интересно, что они думают. Мне это вообще не интересно. Мне, довольно Аллах, мне хватает достаточно этого всего. То, что они говорят, то, что вы думаете, такой человек, мне абсолютно, я ни капелька не обижаюсь. Пусть Аллах направит вас всех, кто бы, да, там не ошибался, даст здоровья драй каждому человеку. Подожди, Да? как То, тебя что они меня поставили на нижний статус, это их мнение, да? Я не буду подобаться таким людям, с ним сравниваться. Хорошо. Скажи мне такой Нет, вещь. твой пророк сказал. У тебя написано... Не было в пятерку, брат. Юзер. У тебя это, 2,5 было, у тебя это, не было. у тебя это Из-за этого. написано четко и ясно, послушай, Рустам, у тебя четко и ясно написано, да? Он со мной? Да. Отключите ему микрофон, он занят. Загрузил. Первый уже завалил удар. А ты еще дальше пошел, куда вообще он упал. Не, вот, Ибрахим, вот мне интересно, вот человеку, например, говорят, что он на самом дне находится. Почему они не слышат это? Я вот понять не могу. Надо идти с базы. Психологически надо, извиняюсь, надо идти с базы, а потом уже идти туда. Когда ты идешь с конца, это не работает. Надо идти с самого начала. Понимаешь? По ступенечку. Да, ему говорят, что ты, например, если вот даже просто по примеру брать по сегодняшнему, что если арабка, например, не должна выходить замуж за не араба, даже если он мусульманин там и все такое, короче, из-за того, что она выше его, короче. Там прямо так и написано. А если это вообще курайшитка, это вообще... Скажи ему, где написано. Скажи ему, где написано. Сейчас, секунду, подожди. Писать можно много чего. А ты скажи, кто это написал? От какого она идет? Кто его написал? Сейчас я хадис, номер хадиса Аль-Бухари ты признаешь или не признаешь Аль-Бухари? Признаю. Можно написать подожди одно. тогда. Сейчас подожди тогда, если ты признаешь, послушаем. Подожди. Грок, скажи мне, пожалуйста, вот про то, что нельзя выдавать там за неараба, короче, дочь арабскую, там, или курайшитку нельзя выдавать. Все эти моменты, всю суть, то, что мы с тобой обсуждали на тему превосходства араба над неарабом и курайшита над другими там, и персов там. Расскажи, пожалуйста, суть. И хадисы, номера хадисов тоже добавь туда. Субханаллах, я не верю этим искажениям Корана. Вы сейчас читаете, что в исламе не сказано, в исламе, что курайшит или там, не знаю, чеченец. Хадис или, про там, курайшитов. араб, Не перестанет это дело власть быть у курайшитов, пока из них остается хотя бы двое. Сахих Аль-Бухари, 3501. Хадис про превосходство арабов.
народов, но все равно ниже любого араба, даже самого обычного. Хочешь, я добавлю сюда, где в этой лестнице находятся кавказские народы? Не надо. И Этого вот сейчас, достаточно. настолько, извини, конечно, не обижайся, не хочу тебя задеть, настолько человек должен быть глупым, да, верить искусству интеллекту, что придуманы, да, людьми. Не надо, не надо. Что угодно можно, настолько глупый человек. Хаджар, И вот, Возьми, почитай. Подожди, стоп. Хаджар, слушай. Возьми, почитай. Знаешь, что такое хаджар? Арабы говорят про всех хаджар. Знаешь, что такое хаджар? И про меня тоже, но в лицо они мне не говорили. Но я был уверен в душе, что они про нас тоже так говорят. А'аджам. Это а'аджам и хаджар, это цыгане. Понимаешь? Они так называют и палестинцев, и сирийцев, и кого угодно, и египтян, всех, кроме арабов. Не говори, почему ты врешь, зачем тебе увилять вот среди этих людей? Скажи, как есть. Мне арабы сказали, что он был такой-такой. Ты же его не видел, и того не видел. И кто его видел, ты не видел. Скажи, как есть. Что ты виляешь, как уж на сковородке? Разве трудно сказать? Да, я поверил этому. Мне сказали, или я прочитал там, арабы написали, я сам ничего не написал. Что вы ко мне придираетесь? Вот так отвечаю этим людям. Как есть. Как будто ты был там, ты хочешь сказать, тебя же там не было. Достоверно тоже ты не знаешь, какой достоверный, какой недостоверный. Тебе это тоже говорят, вот это достоверно. Все, ты берешь, да, это достоверно. А они другие говорят, это недостоверно. Ты говоришь, это недостоверно. Понимаешь? Вот так нами управляют эти люди. И ты говоришь, это неправда, это неправда. Я своими ушами, своими глазами видел, как арабы говорят про других людей, что они цыгане. Я спросил, что это значит, ваше слово это хаджар. Они говорят, цыгане. Аджам это тоже другое. Но хаджар это цыгане. Хочешь ты или я этого хочу, не хочу, но это так и есть. Надо принять правду, как есть. Понимаешь? Брат, я не говорю про арабов, да, я говорю то, что пророк Мухаммад ﷺ говорил, для мусульман не имеет значения цвета кожи или какого, да, он у него волос, или белый, или черный, или красный он. Брат мусульманин, сестра мусульманка, это все мы братья между собой. Это сейчас люди искажают и начинают, чтобы мы между собой, вот так вот я сказал и буду повторяться, чтобы мы между собой спорили. Чтобы мы не видели нас истину, чтобы мы не видели, что вот так люди занялись спорами, да, друг другу там выше себя поставить. Я знаю достоверно, что пророк Мухаммад говорил. Не имеет значения. Я тебе вот то, что он говорил, хочешь, я тебе объясню, вот как то, ученые... Юзер, вот я тебе говорю, знаешь, как это вот по логике, как это работает? Брат, слушай, Юзер, смотри, я тебе оправдание подсказываю, как это работает. Я тебе оправдание подсказываю. Подожди. Извините меня, вы никто, чтобы перед вами оправдываться, да? Ни один человек. Смотри, я тебе рассказываю. Как здесь ты можешь оправдание увидеть? Мухаммед говорит, что лучший вообще из мусульман это богобоязненный, например. А другой момент, то, что, например, тот, кто хвалится своим племенем, укусите его, пускай скажите ему, чтобы укусил своего отца за одно место. И понимаете это прямо, короче. Он так говорил. Но те другие хадисы, которые сейчас тебе Грок, например, зачитывал, они тоже есть. И тут как это понимают ученые ваши, например, там, как они это разбирают? Они говорят, что да, в раю вот эта тема не будет работать с арабами, с вот этой социальной лестницей. Но в земной жизни они будут выше тебя. Вот эта социальная лестница, которую я тебе сейчас, например, там, это племя называется? Курайшиты. Аккуратно. Да, Курайшиты, хашимиты, хриншимиты. Да, хашимиты, курайшиты, потом идут, обычные курайшиты, потом идут арабы, потом идут персы, потом идешь ты. Вот эта социальная лестница в земной жизни, она с тобой, и ты это должен принять, понимаешь? А вот то, что перед Аллахом, да,
ты можешь быть богобоязненным, как бы у тебя не будут по этому происхождению, там так говорится. Но то, что в земной жизни, ты ниже их. Ты это должен принять. Хочешь ты этого или нет? А кто может, если мне Всевышний Аллах не внушает этого, чтобы я мог его принять, как я могу его принять? Это их мнение, люди, да, каждый говорит, как он захочет, да. Если истинный мусульман, богобоязненный, он никогда не будет такие. То, что арабы говорят, курайшиты, это их выбор, да. Ну, дай Аллах, пусть их простит, да, направит на это правильный Ибн путь. Таймия говорит. Ибн Таймию ты за кого считаешь? Это Ибн тебе Таймия хадис кто говорят, для тебя? Это Ты тебе Ибн Мухаммад Таймия говорит знаешь, даже. что такое? Ибн Таймия знаешь, что такое? Не, брат, не знаю. Ибн Таймию не знаешь, кто такой? Не знаю. Окей. Пока Да. мне есть к чему другому учиться, мне она не дает, чтобы у меня иман не укрепляется от этого, то, что кто они такие узнают, да. И я то же самое не говорю, кто я, откуда я родом, где у меня, да, кто мои родители, или кем я вообще, да, откуда я пришел. Я это не говорю. Мне достаточно, да, достоверно интересно то, что есть. А то, что арабы Твой говорят... пророк или это кто-то- говорит. Это не арабы говорит, это твой пророк говорит, это хадисы говорят. Ты читаешь, Я не тебе- ты, хотя сейчас Иисус Тебе интеллект дать учил. хадисы? Номера И- тебе дать хадисов? Номера хадисов дать тебе всех? Ты Знаешь, сам можешь сколько книг? почитать. Нет, у меня есть свои книги, которые я читаю, достоверные. Не, я То, тебе что вот там- достоверные то, что- хадисы то, что- с цепочкой то, все что- дам. Ты можешь Не, проверить с имамом Не, своим, не. если А хочешь. зачем мне читать, если вот ты включил интеллект, вот это, что арабы говорят, что они на высшая раса, да? И мы Не типа арабы, ниже, это да? хадисы. И- Это хадисы говорят, кто- а ученые, ученые объясняют эти хадисы. Искусственный интеллект берет тех ученых, которые раскрывают, объясняют эти хадисы. Хорошо, а скажи мне тогда, пожалуйста, хадисы, да? А кто-то же изменил, что вот так они сейчас писали, вот так разговаривают. Если ты хадисы, если ты хадисы не признаешь от Аль-Бухари, то ты не мусульманин, сразу тебе говорю. Я признаю Значит, ты достоверные. Я признаю достоверные. А то, что он сейчас говорит, что арабы считают... Аль-Бухари все достоверны. Если ты их не признаешь, то значит ты не мусульманин. Ну Значит, вот ты сейчас, этот вот мушрик. сейчас ты включил искусственный интеллект, вот Аль-Бухари там, что арабы не дозволен дать кому-то свою дочку замуж, это, субханаллах, это такого я не читал еще. Такого я не Потому что слышал. они... Потому Знаешь, в что чем я не проблема? читаю те Подожди. книги. Хочешь, я тебе Потому объясню? что Ты с Кавказа? я Ты не с Кавказа? Да, с Кавказа. Подожди, ты с Я не кавказского читаю народа? те книги, которые не дозволены, Смотри. которые искаженные книги, я не читаю. Смотри. Дело не в искажении. Вот давай представим такое, например, наши предки, да, там, когда ислам принимали, там, допустим, 400, там, 500 лет, там, 300 лет. Разные там народы на Кавказе по-разному принимали Во время ислам. Умара вообще Дагестан... Подожди. Во время Умара. Не. Насчет этого потом... Нет. В Дагестан пришел с аммиадским халифатом, когда он 100 лет воевал на Кавказе. Давай, если ты Во этого не время знаешь... Умара, во время Умара Подожди. пришел ислам на Кавказ. Подожди, давай Вот эту тему видишь, не будем вот переходить. видите, какой-то- Тему, нет, мы к этой теме вернемся. Ты мою тему хочешь перепрыгнуть? Нет, Давай договорю, я договорю. Да, я потом к тебе твоей одно теме. скажу. Подожди, потом мы к твоей теме вернемся. Давай сперва эту тему закончим. Нет, Я кое-что нет. хочу сказать. Пока Я ты кое-что не хочу отошел- сказать. Ага, хорошо. Вот я кое-что скажу, это 5 секунд, смотри. Ага. Вот давай представим, допустим, там, не будем время говорить. Вот к твоим предкам приходит, например, да, там, предлагает ислам, например, принять к твоему там племени, там, твоему народу, например. Приходят с исламом. Если бы они сказали, что вот эти вещи, которые ты сейчас прослушал, например, приняли бы твои предки этот ислам? Или они, как думаешь, не говорили эти вещи? Тут два варианта. Нет, вот эти вещи, именно то, что сейчас видишь, где-то ты почитал, что у нас на Кавказ пришел ислам в каком-то, лет 300, сколько, 400 ты сказал, да? Нет, Это ислам вот к нам мы сейчас к пришел во этому время- тему перейдем. хорошо. Ты на ответ. Мы сейчас да туда я оттуда перейдем. Ты начну. ответь. Да Вот я если оттуда- твои предки бы к твоим предкам, например, пришли да бы я с таким исламом, они бы приняли его? Я же тебе должен объяснить, да я тупо начну и до сюда и дойду я сейчас. Буквально минутку. 1 минуту, я долго не буду разговаривать. Вот, где-то ты читал 400-500 лет назад, да, во время Умара, алейхиссалам, да, пришел к нам ислам на Кавказ, да, и вот такими, то, что ты сейчас сказал, допустим, вот эти разговоры, слова,
Наши предки приняли бы? Конечно, нет. Потому что это то, что сейчас ты сказал, вот это искусственный интеллект сказала, это не тот был, не тот разговор, не те слова нашим предкам донесли. Нашим предкам показали истинный ислам, как она чиста, там нет никакого искажения. Вот поэтому наши предки приняли ислам. Если бы твоему Хубал, один предку вопрос. сказали... Один вопрос Хубалу. Хубал, ты уважаешь своих предков или не уважаешь? Честно Я скажи. их уважаю. Да, уважаю. Не, это кто этот, который второй там разговаривает с Кавказа? Мурад. Мурад. Мурад, ты уважаешь своих предков? Своего отца, его отца, того отца. Смотри, ты говоришь, смотри, все, коротко будем говорить. Ты говоришь, что когда пришел ислам, как она к тебе пришло? Ты знаешь об этом? Как они пришли к твоим предкам? Давай спросим Верта, давай спросим, прежде чем он ответит. Подожди. Сейчас мы его вот это к теме переходим. Грок, расскажи, пожалуйста, как, например, к народам Дагестана и к народам Кавказа пришел ислам вместе с Амиятским халифатом и сколько длилась война? Арабы пришли в Дагестан и на Кавказ в VII веке, еще при праведном халифе Умаре ибн аль-Хаттабе, 642-643 годы. Они взяли Дербент, тогда его называли Баб-аль-Абваб, ворота ворот, который стал их главной крепостью на Кавказе. Омейядский халифат с 661 года начал более серьезные и планомерные завоевания именно в VIII веке. Самые крупные походы были в 722-37 годах под командованием полководцев Джарраха, Масламы ибн Абдул-Малика и особенно Мирвана ибн Мухаммада, будущего халифа Марвана II. В 737 году Мирван провел очень жесткий поход, прошел по Дагестану, разрушал крепости и заставлял местные народы подчиняться. Война была долгой и тяжелой. Арабы воевали не только с местными народами – лагз, табасаранцы, кайтакцы, аварцы, цахуры и другие, но и с хазарским каганатом, который активно помогал горцам. Основные боевые действия шли с перерывами примерно с 642 по 737-740 дун. Это почти 100 лет активной борьбы. Некоторые историки говорят, что вся борьба дагестанских народов против арабов длилась около 2 веков. Ислам сразу не навязывали. Поначалу арабы требовали в основном джизью, налог с немусульман, и политическое подчинение. Местные правители часто принимали ислам сами, чтобы сохранить власть. Настоящая исламизация шла медленно и неравномерно. В Дербенте и Южном Дагестане ислам закрепился в VIII веке. В центральных и горных районах только в XI-XIV веках. Полностью ислам стал доминирующей религией у большинства народов Дагестана и Кавказа где-то к XIV-XVII векам. Так что военное завоевание – это одно, а полная исламизация народов – совсем другое, гораздо более долгий процесс. Хочешь подробнее про какой-то конкретный поход или народ, например, про Дербент, Табасаран или аварцев? Да, расскажи, пожалуйста, как они воевали, захватывали ли в плен они кавказских женщин, там, я не знаю, насиловали, уничтожали, много ли людей они уничтожили? И еще другой вопрос у меня, такой вопрос, то, что... Ну, пока это, да, ответь. Война была очень жестокой, особенно в VIII веке при Марване ибн Мухаммаде, будущем халифе Марване II. Арабы действовали по классической схеме того времени: внезапные рейды через горные перевалы, осады крепостей, разграбление и сожжение селений, которые сопротивлялись. Марван проводил несколько кампаний в 735 до 743 годах, захватывая крепости в Лагзе, Сарире, Хунзахе, Хамзине и других районах. Сопротивлявшиеся крепости брали штурмом, защитников часто убивали, селения жгли. Насчет жертв и пленных точных цифр по всему Кавказу нет, но по арабским источникам от Табари, Аль-Балазури, Ибн Аль-Асир в отдельных крепостях защитников полностью вырезали, брали в плен детей и женщин.
Самых упорных правителей и воинов казнили. Были случаи массового угона людей в рабство. Насчет женщин, да, брали в плен. Красивых молодых женщин и девушек захватывали как военную добычу. Это было стандартной практикой в войнах того времени у всех народов. Их обращали в рабство, увозили на Ближний Восток, использовали как наложниц или продавали. Конкретных свидетельств массовых изнасилований на месте в дагестанских источниках почти нет, но сам факт пленения женщин и детей прямо упоминается. Например, в одном из походов арабы взяли в плен дочь правителя Сарира вместе с сокровищами. Все это описано в средневековых арабских хрониках. Они сами это не скрывали, для них это была нормальная военная добыча. В целом война была долгой, кровавой и разрушительной, особенно для горных районов. Местные народы сопротивлялись очень упорно, поэтому полного и быстрого завоевания не получилось. Ты хотела еще какой-то второй вопрос задать. Говори, слушаю. Да, как они, например, распространяли, вот если будучи вот этой социальной лестницей, которая есть, я уверен, никто бы на Кавказе не принял, если бы они доносили бы такие вещи, например, там, ну и другие грязные моменты, которые есть в исламе. Коротко и по делу. Арабы в 7-8 веках не распространяли ислам силой среди простого населения Кавказа. Они действовали по-другому. Сначала брали политическое подчинение и джизью, налог с немусульман. Кто платил, мог спокойно оставаться в своей вере. Местные правители и князья принимали ислам первыми, потому что это помогало сохранить власть и хорошие отношения с арабами. Простой народ в горах в большинстве случаев долго оставался в старой вере, язычестве или христианстве. Когда арабские войска уходили, люди часто возвращались к старым обычаям. Насчет социальной лестницы и грязных моментов, которые ты имеешь в виду, в то время арабы это сильно не акцентировали. Они не приходили к горцам и не рассказывали подробно про все нюансы шариата, наследство, права женщин и так далее. Главное было: признай власть халифа и плати налог. Полная исламизация, когда обычные люди начали жить по исламским правилам, началась намного позже, в 11-16 веках, и шла она в основном через суфийских проповедников, а не через арабских воинов. То есть то, что ты называешь социальной лестницей и спорными моментами, в 8 веке при омейядах почти не использовали как инструмент распространения. Сначала было завоевание и налог, а уже потом постепенно религия проникала глубже в общество. Хочешь, чтобы я подробнее раскрыл какую-то часть, например, роль местных правителей или как шло распространение позже через Короче, они суфистов, тарикатчиков запускали, спецназовцев. Мурат, я эту книгу читал, Китаб аль-Футух, это написал автор Балазури. Понимаешь, брат, когда он пишет, знаешь, как он пишет? Он очень с гордостью пишет, что они захватывали наших женщин, я имею в виду, да, пусть это будет дагестанские, я считаю, соседи нашими. Они захватывали детей и больших, у кого волосы растут, уничтожали, у кого волосы не растут, забирали себе в рабство. И так и женщинами тоже поступали. Если она работоспособная, они забирали ее. Если нет, уничтожали. И вот смотри, мы предстаем перед нашими потомками, как мы смотрели бы в них глаза, и мы говорили бы гордостью: Умар к нам пришел, он принес нам этот. Они с силой пришли к нам, они написали эту книгу. Этот Балазури, он был, как это сказать, он, короче, заходил дворцовый, да, он дворцовый был. И он у всех спрашивал, когда он пишет, он всегда упоминает 10 человек. И каждого командира спрашивает, и до сержанта доходит и спрашивает, как это все было. И у каждого берет интервью в то время. Его он записывает, и он гордится этим, что они вот так убивали нас. А ты гордишься, что они пришли к нам, что нас уничтожали вот так. И мы сейчас топим за этих арабов. Это были арабы, понимаешь? Не кто-нибудь другой, не американцы, не французы, а арабы. И вот нам надо жить с этим. И как-то надо отрегулировать это дело с арабами в наших мозгах, да? Понимаешь, о чем я?
Прочти эту книгу. Китаб аль-Футух аль-Булдан называется. Автор Балазури. И сам Брат, его поймешь. тут нету. Он уже давно соскочил. Соскочил? Мурат, да, соскочил. Ты нет. Слушайте, а кто-то инвестирует в крипту? Хубал, у тебя Dogecoin тоже вижу, да? Ну, инвестирую чуть-чуть. Закинул в Авакс. Не переживайте, ребят, все нормально. Ты лучше скажи, что ты там, на сколько процентов ты сейчас мусульманин? Да блин. Мне единственное, что не нравилось, это Вендетта, который был здесь 2 дня назад. Он меня очень сильно оскорбил прям. Вы знаете, про кого я, да? Вендетта. Это мой брат. Если он тебя Не оскорбил... по делу, не оскорбляет, значит, заслужил Да. ты, если оскорбил тебя. А ты знаешь Вендетту, Ханнибал? Ханнибал, ты знаешь Вендетту? Да, они все этот... Кто ты? Кто ты? Кто ты, Вань? Кто ты? Кто ты? Кто, я? Не, вот это внизу кто говорит. Кто это там? Ну, брат Ивоны. Нет? Чей брат? Ну, брат Вендетта, он сказал, если он так сказал тебе, то ты Ты, заслужил. кто ты? Кто ты? Кто ты? И кто ты? Кто ты? Что ты? Ты мусульманин? Ты про кого сейчас? Про Ханнибала или про меня? Про тебя, говорит, ты кто вообще? Представься, что ты здесь стрелки кидаешь. Ты мусульманин, я не понял, кто ты? Да, Он мусульманин. наполовину чеченец, наполовину русский, насколько я понял. Надо сказать, альхамдулилля, да? Да, желательно. Ну, короче, меня Понятно. здесь Вендетта очень плохие слова сказал. Мне очень обидно стало. Но Обидно? так как он старший, мне надо слушать его. Ну, старшие себя так не должны вести тоже. Передайте, чтобы мне в личку написали. И... Он ошибся с твоей этой, с твоей процентной этой, короче, своим процентным мусульманством. Если бы он знал, что ты такой, как бы он бы на тебя не злился. Не, он, знаешь, когда разозлился, когда я ислам оставил и начал про Ичкерию говорить, тогда он разозлился. Я не знаю зачем. Ну что поделать-то? Вендетта. Ну, а что ты вообще, про ислам думаешь? Думаешь, это истина или как? Я думаю, да. Это религия, с кем я вырос с детства. Ты Родился. по отцу или по матери чеченец? Мама. Ну а тогда православие же тоже у тебя должно быть, нет разве? Не. Ну, если по отцу... Мой папа в Грозном жил всю свою жизнь. В Грозном. Мне единственное надо понять, вот, например, если забомбили дом, как у меня случилось, у моей семьи, его можно обратно как-то забрать, не знаю, там кто-то живет. Звісно, можна. Звісно. Ну там же кто-то живет сейчас, я думаю, да? Треба мати машину часу, друже, розумієш? Натискаєш розумію. на кнопку. На І кнопку? все. Так, на кнопку на машині часу натискаєш і все. Все повертається тобі. Дом повернеться, очкерія. А ти бачив на українському? Що мені бачити на українському? Научи меня украинский по-братски.
Какой самый Ну, сильный... за гроші чому ні, друже? За гроші я й свиню навчу. Брит. Брить, брить, скажи. это Путин так каже. Брить, брить. Я хотел Пожалуйте, сказать, бриться. Какой самый сильный батальон в Украине сейчас, ты бы сказал? Азов даже? Та ні, це півні якісь оці, яких ловлять працівники ТЦК. Оце самий серйозний батальйон. Так ТЦК угрожали Зеленскому, нет? Что-то такое, Ні, нет? коли це було? Коалиции? Коли це було, Пудало, ти що, не чуєш? Понял. Но ТЦК это тоже... ТЦК це справжні герої, бо вони ловлять худобу на вулицях нашого міста. Там один африканец в стриме вчера был, говорил, ТЦК сейчас сказал, если президент там что-то не то сделает, они придут к нему. Лаврентий, вы почему не подкручиваете эту ТЦК, чтобы они именно ловили там этих мусульманов там, чтобы они воевали? Они же должны там этот... А яка різниця, мусульманин он чи ні? Что говоришь, не понял? Я не Яка понимаю різниця, украинского. кажу? Можешь, пожалуйста, по-русски говорить? Я честно не понимаю. Какая разница, мусульманина ловят или нет? Ну, чтобы польза была. Мусульмане на джихаде лучше воюют, как бы. Я поэтому говорю, если бы они бы на этот ЦК ловили бы больше мусульман, вы бы, может, выиграли уже там. Так если ты такой умный, может, приехал бы, мы бы тебя словили. Как собаку на улице. И пошел бы воевать за наши кордоны 91-го року. Не, я не мусульманин, как бы, поэтому я Да, вот это вот здесь. говорю так. Нам здесь еще хватает этих, а еще тут пришел этот, ну хватит. Ребят, ну почему вы выкинули его? Дайте ему сказать, ну, по-братски. Ставь, мы здесь разговариваем с мусульманами. Тут еще и я уважаю это все войну с Украиной, Про батальон но говорил. тут не та тема. Я со всем уважением. Не, ну пожалуйста, как это, Алексей Это, кто-то... угрожает, приди, мы сейчас тебя возьмем, вот тоже не надо будет. Нет, он сам про движение. батальон, он батальон говорил, про батальон. Хорошо. Я знаешь, почему про мусульман заговорил, честно тебе скажу? Потому что я очень много антисемитов вижу на трансляциях с Украины, мусульман. Я поэтому говорю про это. У них времени что-то много там на этих трансляциях сидеть и этим заниматься. Поэтому я эту тему поднял, темку. Я никогда не слышал про ТЦК, я честно не знаю про них, кто они такие. ТЦК. Да, телефон, похоже, мне накрылся. Так, кто у нас тут? Мистер Икс. Ты у нас мусульманин? Нергал, это ты? Алло. Что? Не Нергал, понял. это ты? Не, я Хубала, не Нергал. А, у вас голоса похожи. Не мусульмане. Я сейчас ТСК написал в гугле, а там никакие фотки не видно. Я их не вижу вообще. Ибрахим, я у тебя этот видел в Телеграме. То, что у тебя группа есть. У тебя что, партия демократическая создана? Хотел это узнать. Да, есть. Есть, и партия есть. Да, вот. Ну, я там как бы подписался на группу. Время от времени Это захожу, смотрю. Демократическая партия в Фейсбуке есть, да, такая тема?
В Не, в Фейсбуке, Телеграме. по-моему. А для чего Там я эти еще... демократические партии? Ну, чтобы для демократии, для чего же еще? Ну там же власть зайдет этот Закаев по-любому. Какая демократическая партия? Закаев что, избрал, что ли, или что, чтобы Закаев что-то решает? Что ли? Ну его все знают, как бы он работает над... Но это не значит, что его изберут. Не, ну изберут 100%. Это... Мне этот больше интересен, этот Арцуев Аслан есть. Вот он кто, что, откуда, что хочет. Вот этот американец? А этот с губами Да, такими большими, да? С да, губами да, большими? да. А в Чечне же не будет демократии или будет? Там же все должно на шариате построиться, нет? Слушай, ну знаешь как, демократия это такая вещь, что и она есть или ее нет, ну хрен его знает. Вообще в мире она существует или не существует. Не знаю, вот во время этого, да, ну, допустим, демократию кто придумал? Древние греки, да? Ну, эта демократия в Древней Греции, да, только была для именно граждан. Вот на рабов, на охлос, да, охлос это обычный люд, да, на них не распространялось. Ну, как бы такая вещь демократия, так себе, каждый по-своему понимает. Ибрахим, у меня вопрос. Насколько я знаю, то, что в Европе там 400 тысяч, да, по-моему, чеченцев живет где-то? Да, это правда. Ибрахим, наверное, отошел куда-то. Отдыхает, наверное. Где-то около этого Хубал, по-моему, вроде, не ошибаюсь. 400 тысяч, по-моему. Это получается, а где-то третья часть, да, вот примерно там, если соотношение... в Чеченской Республике какое там население, количество людей? Там точно неизвестно, в принципе. Ну, миллион, да, где-то? Там примерно. 2 миллиона. А эти 400 тысяч это только чеченцы или с ингушами вместе? Только эти. Только чеченцы, да? Ну, 1/4 где-то получается народа. Там 1/5, 1/4. А интересно, вот эти чеченцы в случае, допустим, смены туда вообще захотят вернуться все они, власти? Я знаю одну вещь, что когда Чечня станет независимым, то там будут кадыровцы восстанавливать республику вместе с Закаевым. Это 100% знаю. Именно армия, вот это вот. Там будет много кадыровцев. Магадев, я как бы понимаю, что мне хотелось бы это услышать лучше от Ибрагима или Ганнибала, там, чем от тебя. Они не здесь уже же. Они же отдыхают. Ну да ладно, что-то мусульманинов мало. Хотя интересный вопрос. Мне тоже интересен этот вопрос. Анибал, ты здесь? Может, ответишь? А какой вопрос был, Хубал? Я говорю, вот если, допустим, власть сменится, да, там в Чеченской Республике, там благоприятные условия для возврата на родину, если будут, захотят ли, например, все чеченцы, там, которые живут за границей, на родину вернуться, там, что-то менять, что-то там делать, я не знаю, там. Понял. Ну, я думаю, конечно, захотят. Кто на родину не хочет вернуться, конечно. Ну там кадыровцы будут, Хубал, я тебе отвечаю. Серьезно. Ну, кадыровцев сколько там, вот давай так. Сколько кадыровцев? 60 тысяч армия. И где-то
Ну, говорят, что 100 тысяч есть максимум как. Но 60 тысяч минимум. Говорят, в Москве кур даят. Слышал такое? Ну, Нет, я как бы не в теме, как бы, поэтому ничего утверждать не буду. Ничего, ну, как бы не знаю, что там в республике вашей. Ну вот смотри, ты вот, например, человек, кто охраняет, да, республику. Почему ты не хочешь тоже охранять ее,